الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, дорогие братья, да пусть наградит Аллах нашего имама Абдулла Хаджи, чтобы он с мудростью вас больше и больше призвал к Аллаху. Дай Аллах то, что он говорит, все слова в ваших сердцах, как у Абу Дарда лежало эти слова, пока мы не войдем, иншаллах, все вместе в рай. Когда судный день Аллах будет звать, где те люди, которые полюбились друг друга ради меня, которые сидели вместе друг с другом ради меня, чтобы сказать, мы вышли, лаббайк, я Аллах, мы из тех, кто полюбили друг друга ради тебя, и зиярат ходили друг к другу ради тебя, и посидели друг с другом ради тебя. Дай Аллах с тех мы были. Аллах очень сильно любит, когда люди дополнительные, желательные вещи делают. Джума это фарз, у тебя выбора нету, ты мусульманин, должен идти. Вот эти дополнительные добрые дела делают люди, Аллах больше любит. Мы тоже знаем, когда у нас рабочие дополнительные что-то у нас, то, что не нужно, мы им не платим, делаем, у нас автоматически этим людям уважение и любовь появляется. Аллах это про это в хадисах. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, что Аллах говорит: «Вама язалу абди ятакаррабу илайя бин навафиль». Не перестанет мой раб ко мне приближаться дополнительными хорошими деяниями, пока его не полюблю, говорит, пока не стану его руками и ногами. В смысле, Аллах полностью поддержка этим человеку. Вот что я хочу сказать, вот Абу Дарда, радийаллаху анху, про него сказал, это человек, когда пророк, алейхиссалату вассалам, ему обещал раем, он там не задумался, за один дерево хоть 10 отдам, 3 отдам, он и так продаст. Он весь огород отдает, потому что это сильная любовь у них. Они готовы пожертвовать со всеми вещами, чтобы получать удовольствие Аллаха. Что я хочу сказать? Вот утренний намаз, я говорю своим братьям, вот сахаба, они придумывали разные способы, чтобы себя приучить и наставить на путь Аллаха. Кто-то во рту держал камень. Пророк, алейхиссалату вассалам, не повелел, чтобы во рту держали. Но они, Аллах, как говорит, «Валладина джахаду фина ланахдияннахум субуляна». Те люди, которые стараются идти на правильный путь, Аллах, я, говорит, их наставлю, говорит. Они придумывают разные способы, чтобы попасть на путь Аллаха. Я говорю некоторым своим братьям, дайте слово Аллаху. Вот сейчас, кто не дал. Пропускать намазы – это самый большой грех. Мы все знаем это. Намаз – это в первую очередь. Аллах про лицемеров говорит: «Ва-иза каму иля салати каму кусаля». Когда они встают совершать намаз, они ленятся, говорят. Встают, но лено, с ленью. А как будут те люди, которые вообще не встают, спят до утра? Это еще хуже же. Они еще хуже. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, кто вот салатул аср, фатаху салатул аср, после обеда намаз, когда человек бывает занят делами там по городу и пропускает после обеда намаз, как будто он потерял ахлаху ва маляху, все имущество и всю семью, говорит. Если человек банкрот станет этот день, он разве будет радоваться, веселиться? Не будет же. А утренний намаз он пропустил, опоздал, он довольный, радостный. Как дела, говоришь, очень хорошо. Какой хорошо, как баракатный день, когда ты такой большой грех делаешь. И продолжаешь грешить. А что нас обманывает? Почему мы это грешим, постоянно продолжаем? Аллах говорит: «Я айюхал инсану ма гаррака би раббикал карим». О, человек, говорит, что тебя заставило обмануться, что Аллах тебя оставляет? Вот это нас обманывает, что Аллах прощает. Если Аллах сразу наказал бы нас, мы не продолжали бы, не повторяли бы. Поэтому, и что я хочу сказать, сами себе вот на 40 дней, вот сегодня говорим, иншаллах, кто хочет, намерение делает, Аллах и поможет. И если я буду пропустить утренний намаз, джамаатом, я в мечеть поставлю 1000 рублей.
Садака. Почему именно садака? Были такие люди с праведников. Они когда гибат делали, он себе говорит, я буду орза держать. Один гибат сделал, завтра орза держит. Смотрит, орза не останавливает. Потом говорит, если еще раз гибат буду делать, садака отдам. Мы все знаем, садака сильная вещь. Деньги, когда отдает человек, уже думает, гибат сделаю, там 100 рублей уходит. Намаз оставил, 1000 рублей уходит. Пророк, алейхиссалату вассалам, хадиса говорит, хасибу анфусакум кабля анта хасабу. Сами себе, говорит, хисаб делайте, пока там вам не делайте. Посмотри, сегодня тебе 1000 рублей отдавать трудно. Утренний намаз пропустил. А завтра, судный день, еще хуже будет. Там еще больно будет. Ты сегодня 1000 рублей не можешь давать. Садака очищает. Когда один человек, у него сын плохой нрав увидел, он сразу садака делал. Когда у него спросили, почему садака делаешь, он ответил, Аллах в Коране говорит, хуз мин амвалихим садакатан тутахиру. Обращается к пророку, бери у них садака их очищает, говорит. Чтобы мой сына нрав хороший был, я садака даю, говорит. Садака такой сильная вещь. Аллах нам не говорит просто, люди разные. Кто-то может поклоняться Аллаху, боясь от ада. Кто-то надеясь на рай, кто-то чисто из-за любви Аллаха, потому что из-за благи, благодаря Аллаху поклоняется. Поэтому мы каждый себя, балинсану аля нафси басира, себя знает как человек каждый. Если у него награды, мы говорим, утренний намаз, такая награда, лицемерие, кто не приходит, их таким считали же сахабы, кто на утренний намаз не приходит, явно лицемерие. Если мы лицемерие скажем, этого человека, он пригод будет. Если тебя не останавливает ад и рай, тогда ты должен вот так себя другим способом наказывать. На 40 дней сделайте. Как хорошо было бы, Аллахи, вот этот маджлис утром было бы, даже Абдулла Хаджи. Если вы утром собирались вот так, Аллахи, после утреннего намаза, самое баракатное время. Мы сейчас у кого-то из 100%, наверное, здесь 30% остается памяти. Утренний намаз и 100%, 80-90% остался. И баракат больше было бы. Иншаллах, в дальнейшем, я надеюсь, к этому придете. Утренний намаз полный будет, иншаллах. Много чего говорит. Что нас обманывает? Вот это оставляет. Один маленький хабар расскажу. Аллах оставляет, но не всех оставляет. Не всех оставляет. Мы видим, молодые, да, немало людей молодые, моложе, чем мы, погибли. Вот это нас обманывает, что Аллах оставляет. Но мы, однако Аллах в Коране говорит, «Калла баль рана аля кулюби». Иногда Аллах в дуньяле печать ставит. Уже печать, уже все поздно. Однажды один человек, Аммар бин Мансур рассказывает, у него был, говорит, друг такой. Вначале он грешный был, очень грешный человек был. Покаялся на вид, в мечеть приходил, утренний намаз, хаджуд делал. Одно время нету его. Он спросил, сказали, этот человек болен. Он пошел навестить, дочка открыла дверь и говорит, попросил разрешения. Смотрит, отец на дворе, двор, лежит на тахте. Посмотрел на его лицо, черное лицо. Глаза тоже черные, видно, как человек почти умирает. Я, говорит, испугался, что это брат умрет так. Я ему говорю, о брат, аксир ла иляха илляллах, говори больше ла иляха илляллах. Он сознание потерял, говорит, это время. Когда очнулся, я ему обратно говорю, эй брат, говори ла иляха илляллах, Мухаммад Расул, ла иляха илляллах. Он остро вот глазами вот посмотрел, говорит, на меня и сказал, говорит, я это слово не могу говорить, говорит, ла иляха илляллах. Другой все может, рассказывать может, это слово я не могу говорить. Потом говорит, я брат, что намазы, ораза, тахаджуд, что ты делал, это что, не помогает, что ли? Он говорит, это все было не ради Аллаха. Это я все делал, чтобы вы говорили, о, хороший человек, искренне покаялся. Для этого я делал.
А когда я остался наедине дома, занавеска опускал, дверь закрывал, я пил, все плохое делал, говорит. Поэтому каждый верующий человек должен проверять себя в трудных моментах. Вот утренний намаз, в темноте, когда никто тебя не видит. Вот там цена твоего имана. Когда все ты обед джума приходит, обеденный намаз приходить все могут. Это человек дальше рассказывает, который человек, одно слово не может говорить, а целый рассказ рассказывает. И он рассказывает, я уже 3-й раз так болею, говорит. Первый раз, когда я заболел, попросил дочку, говорит, меня вытащить на двор и там так поставить. И попросил, говорит, чуть не умирал, говорит. Дочку попросил, принеси Коран. Я взял Коран, говорит, и прочитал, говорит. И попросил Аллаха, говорит, я Аллах, из-за вот этой Коран аяты, которые я прочитал, прости меня, я обещаю, больше не повторят те грехи. Смотри, здесь последствия через Коран. Это как раз доказательство про тем людям, которые отрицают последствия чего-то. Из-за Корана он просит Аллаха простить. И он рассказывает дальше, но Аллах меня простил. Он простил, нет, вылечил, говорит. Я был здоров. Жил нормально, обратно нормально жил. Начал в мечеть тоже ходить. Но однако этот грех он через некоторое время начал повторять. Обратно заболел. Обратно попросил дочерей, чуть не погиб, говорит, я дочерей попросил на двор вытащить меня. И попросил, принесите Коран. Прочитал Коран и поставил на грудь, говорит, этот раз нет, вот так бьет себя, говорит, я Аллах, я больше не вернусь. Вылечи меня, я больше не буду грешить. Он продолжает рассказывать, Аллах меня вылечил. Обратно стал здоровый, говорит. Через некоторое время опять меня шайтан заблудил, я начал продолжать те самые. Вот 3-й раз, вот я перед тобой лежу, говорит. Этот раз тоже я попросил дочку, говорит, принеси Коран. И хотел прочитать, открыл Коран, я не видел, говорит, ни одну букву из Корана, говорит. Уже все. Я не видел ни одну букву Корана, не видно было, говорит. Я понял этот момент, что Аллах, Создатель небес и земли, что Он гневался на меня. Понял, говорит. Уже Коран, через последствия Корана уже попросить невозможно. Поставил Коран. Начал поднять руку. О Аллах, всемогущий. Ты силен. Прости. Я больше не вернусь. Я обещаю. И тогда мне слово пришло, говорит. Когда здоров, грешишь. Когда болеешь. Только когда болеешь, знаешь, что ли, про нас говорит. Сколько Аллах тебе шансов давал, ты начнулся. Вот так, братья. Мы грешим, но один день Аллах, когда держит, не опускает. Конечно, пророк, алейхиссалату вассалам, много хадисах говорит, кто совершит грех и выйдет на двор, именно говорит, на двор выйдет, где майдан, где небо видно. Он знает это и хотел так поступить, но не всегда. И попросит прощения, и совершит 2 ракат, как раз для тауба есть 2 ракат суннат. И попросит Аллах прощения, Аллах простит, говорит. Но сердце же Аллах знает, если не искренний, тауба нету, это Аллах не принимает. Поэтому дай Аллах нам, чтобы мы вовремя, пока Аллах нас не остановил, очнулись и настали на правильном пути. Джазакум Аллах хайрам, да простит меня Аллах и вас. Я пришел сюда просто слушать Аллахи. Это баракат и маджис посидеть, но пришлось что-то сказать. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.